Руслан, признайся, ведь ты очень скучал по нашему проекту. Даже не буду с тобой спорить, Зульфия. Конечно же. Надеюсь, что наши зрители успели соскучиться, и по нам с тобой в том числе. И сами Дослар. Хайрлы күн. Остались считанные мгновения до начала нового телевизионного проекта «Татар КЗ». Мы вам обещаем, он будет совершенно необычным, самым потрясающим. Впервые его участницами станут девушки со всех уголков России, так что нас ждет долгое и увлекательное путешествие. В общем, Хайрлы ю! Смотрите сегодня в программе. Первый юбилей «Татарочки». День рождения отметили на пресс-конференции в правительстве Челябинской области. Проект, который объединит всю страну. Как южноуральский конкурс стал всероссийским. Что ждет участниц и зрителей в новом сезоне? Мы первыми узнали секреты. Подробности прямо сейчас. Итак, начало. Самый волнительный, самый ответственный момент. Хотя начинался новый конкурс во время прошлогоднего финала. Ведь именно тогда впервые прозвучала идея сделать «Татарочку» всероссийской. Где в регионах России проводится национальный конкурс на любую тему, который бы собирал там 7 тысяч зрителей. Сказано, сделано. Заседание первого оргкомитета конкурса «Татарочка-2015» прошло в Казани. В нем принимали участие министры культуры двух регионов, председатель Всемирного конгресса татар, представители национальных общественных организаций со всей страны. Конкурс пройдет уже в 5-й раз, и очень приятно, что именно в юбилейный год он получил такой высокий статус всероссийского конкурса. Да, действительно, статус очень высокий. Не знаю, справимся ли. Не переживай, Руслан, ведь нам не впервые. Ну что, ты готов к всероссийской славе? Харша казер. Челябинск не раз становился столицей всероссийских и даже всемирных мероприятий. И что такое настоящее татарское гостеприимство, у нас хорошо знают. Конечно, это и большая честь, и серьезная ответственность, но можете не сомневаться, мы справимся. Челябинск зарекомендовал себя как в общем, место и город, способный проводить крупные культурные, спортивные, масштабные, зрелищные мероприятия. И конечно, все эти мероприятия проходят на самом высоком уровне, и мы надеемся, что в октябре 2015 года вот этот конкурс, всероссийский в этот раз конкурс, пройдет на самом высоком уровне. Конкурс – это не только финал, это долгий путь длиною в полгода. Невероятные приключения, потрясающие открытия, незабываемые впечатления и яркие эмоции. Все это ждет нас впереди. Это не просто там конкурс красоты и таланта, как вот, например, заявляется. Мне кажется, это гораздо шире, гораздо глубже. Это конкурс на знание национальных традиций, национальных обрядов. Это конкурс на знание того, как вести хозяйство, например. Это действительно настоящий праздник, в котором мы всегда помогали и будем помогать, потому что праздник культуры, праздник языка, танца, кулинарии, ну, в общем, традиций, обычаев, всего того, что так близко и так дорого, наверное, каждому из нас. И вот впервые телевизионный проект объединит всех татар, живущих на территории нашей страны. Единство в многообразии. Эти слова могли бы стать девизом этого конкурса. Мы не похожи, но мы один народ. А много народов – это одна страна. И уникальность каждого из них делает нас сильнее. Отличаются наши народные костюмы, отличаются в какой-то мере традиции, отличается кулинария. И вот это вот многообразие соцветия, я надеюсь, мы в финале все и увидим. Поэтому конкурс действительно становится все более интересным. Сегодня на территории России проживает более 5 миллионов татар. И только треть из них в Республике Татарстан. Остальные на Южном Урале, в Сибири, на Алтае, в Поволжье, Пермском крае, Курганской и Астраханской областях. У них много общего, но и различий немало.
Татарам удалось сохранить свою самобытность и остаться единым народом. И в этом мы не раз убедимся во время конкурса. Задача каждой участницы – наиболее полно и ярко представить свой регион и, конечно, попытаться завоевать победу. На сегодняшний момент заявилось уже фактически 20 регионов. В некоторых из них отборочные туры уже прошли. А для Челябинской области все еще впереди. Отборочные туры станут первым этапом конкурса. Лучшие из лучших выйдут в полуфинал. После каждого полуфинального испытания участницы будут покидать проект, пока не останется та одна, единственная, которой предстоит защищать честь Челябинской области. В августе претендентки со всей России соберутся в южноуральской столице. Здесь их ждет борьба за возможность выступить в финале и серьезная подготовка с лучшими педагогами по танцам, сценическому движению, вокалу. В октябре в ледовой арене «Трактор» состоится финал всероссийского конкурса «Татарочка-2015». В Челябинск приедут делегации более чем 20 регионов России, поэтому неудивительно, что конкурс привлекает такое пристальное внимание всей страны. За его ходом внимательно следят в Уфе, Тюмени, Екатеринбурге, Самаре и, конечно, в Казани. Шуңа күрә кызлар барыгызга да уңышлар, оештыручылар сезгә сабырлык, бүтән ярдәм итүчеләргә рәхмәт. Үз чиратымда без дә һәрвакыт ярдәмгә килергә, оештыру эшләрендә булышырга әзер. Сезгә барыгызга да тагын бер кат татар яшьләреннән, татар конгрессыннан һәм Казаннан зур кайнар сәламнар, эшегездә уңышлар. Девушек, которым посчастливится войти в число полуфиналисток, ждет незабываемое лето. Им предстоит пройти через серьезные испытания, но они смогут многому научиться. Их жизнь никогда уже не будет прежней, потому что очень большую, очень важную часть в ней займет народная культура. Их ждут удивительные приключения, бесценный опыт и, конечно, новые друзья. На протяжении всего конкурса мы очень сплотились и очень сильно сдружились. У нас не было никакой конкуренции. Мы, наоборот, помогали друг другу на всех конкурсных этапах. Мы даже вот после каждого конкурсного этапа, естественно, есть какие-то переживания, что тебе позвонят и скажут, что все, на следующий этап ты не проходишь. Но мы переживали не только за себя, мы переживали за всех девочек, потому что действительно не хотелось никого отпускать. Красота, талант, мудрость и скромность, воля к победе, умение сочувствовать и желание помогать, уважение к истории и традициям своего народа – такими были татарские женщины во все времена. Такими они остаются до сих пор, и совсем скоро мы в этом с вами убедимся. А пока предлагаю запастись терпением и немного подождать, ведь зрителям нашего проекта отведена особая роль. От них тоже очень много будет зависеть, ведь решать судьбу наших участниц предстоит не только нашим членам жюри, но и, конечно же, нашим уважаемым телезрителям. И первое знакомство с участницами проекта «Татар кызы 2015» состоится уже через неделю на телеканале ОТВ. Уңышлар һәм яңа очрашуларга тиклем. Сау булыгыз, бер атна бик тиз узып китер. Смотрите в следующей программе. Вперед из песней! Первый отборочный тур проекта. Тот самый строгий член жюри. Какое отношение будете иметь к татарской национальной культуре? Неожиданные открытия и лучшие попытки получить заветные баллы. Елосу, теплая речка Ижмурского района Кемеровской области. Через тернии к выходу в полуфинал. Участница из Сибири преодолела путь длиной в 2000 километров.